Работая в компании по продаже сырья и ингредиентов для пищевой промышленности, наш шеф резко решил поменять направление своего бизнеса и уйти в другую сторону. Вот. И я почему-то решила эту тему подхватить и открыла компанию. То есть решилась, открыла компанию и начала продавать ингредиенты и сырье. Когда где-то полгода уже проработав, нам поступило предложение продавать сухое молоко от нескольких компаний, белорусских, российских и наших местных. Мы начали продавать молоко сухое. Одним из поставщиков являлся киргизская компания, которая сейчас у нас хорошо представлена на рынке. Мы очень хорошо сдружились с директором завода, и он предложил совместный бизнес, то есть открыть здесь молочное предприятие и вместе, уже на территории Казахстана производить молочную продукцию под их брендом. И предложил мне найти какое-нибудь предприятие. Мы начали искать, и так уж случилось, как говорится, родная земля притянула. Я все детство росла в поселке Чапаево, так как родители там работали по распределению. И девчонки подсказали, что там стоит предприятие, как раз то, что я ищу. Мы пришли туда, нам все понравилось, и узнали, что это предприятие брошенное, находится на балансе государственной организации, как проблемный объект. Я полетела в Астану, договорилась о покупке этого предприятия сразу за деньги, за расчет, поэтому сторговалась по очень хорошей цене. Прилетела сюда, начали вроде бы готовиться к покупке с партнером киргизским. И вдруг выяснилось, что его брат передумал и не хочет в Казахстане работать. Мне ничего другого с моим характером не оставалось, кроме того, что позвонить и сказать: давайте в доверительное управление с последующим выкупом, так как мой партнер передумал и денег у меня нету. И борьба за этот завод продолжалась у меня 5 лет. Переписки, полетов, перелетов, менялись команды в организации, в государственной. В итоге пришли ребята, которые увидели мои папки, целые папки у себя на столах, переписки, и начали со мной созваниваться и говорят: давайте, мы согласны, наши условия. Когда я туда пришла, там, конечно, была разруха, а за 5 лет его разворовали, растащили, там все было в черной плесени, все было ужасно. Я посидела, поплакала там, и подписала договор на следующий день, и начали потихоньку восстанавливать. Так как у нас не было денег, у нас был бизнес по продаже сырья и ингредиентов, но мы не могли оттуда забрать деньги и вложить сюда, и поэтому приходилось делать из того, что было, то есть хотя бы, чтобы запустить предприятие, и пошли первые деньги. Там валялись какие-то куски оборудования, из которого мы с механиком, с нашим, рисовали, соорудили станки, то есть, которые, и сейчас некоторые работают, наверное, вы видели их. И причем практически мы ничего не затратили на это, но оно работает. Сейчас, конечно, мы приходим к тому, чтобы купить новое оборудование, поэтому мы обратились в Банк-центр Кредит за деньгами, потому что хотим развиваться, наши продукты нравятся людям, хотим поменять упаковку, хотим, чтобы наше предприятие являлось маленьким, но образцовым предприятием. То есть мы хотим полностью поменять интерьер там. Пусть это предприятие, производящее продукцию, но я считаю, что людям должно быть уютно, чтобы все было чистенько, красиво. Все начинается всегда с мечты.
ты мечтаешь, потом, вот, допустим, этот завод, я когда первый раз туда зашла, я потом все 5 лет, виртуально там находилась, ходила. И когда я уже там действительно оказалась как хозяйка, да, и я вспоминала свои вот эти вот мечты, как я там ходила, и это было один в один. То есть, чудеса есть, и они случаются. Как говорится, Всевышний слышит о том, что мы хотим, мечтаем и хотим, он нас ведет правильной дорогой. Все мои продукты произведены только с моим участием. Я потом передаю, то есть мы можем долго-долго испытывать, долго-долго все вместе. У нас все участвуют. Я вовлекаю в этот процесс все предприятие. То есть мы ходим с этими стаканчиками, все пробуют. Ой, вот это здесь запах не нравится, вкус не нравится, цвет не нравится. Все вносят свою лепту. Поэтому мои люди на предприятии, они чувствуют себя тоже, в какой-то мере производителями. Я, в принципе, никогда ни на кого не рассчитывала. Я всегда только на свои силы рассчитывала. Там замужем, я не замужем. Я всегда рассчитывала на свои силы. На самом деле меня так отец научил. Рассчитывать только на себя. И рожая очередного ребенка, я всегда понимала, что это мой ребенок, и я за него в ответе. И бизнес – это тоже мой ребенок, за которого я в ответе. И поэтому я не делю бизнес на мужской, женский. Как я говорила ранее, да, я понимаю, как варить аргоном, я это умею. Потому что это мой бизнес, и я должна понимать, что там происходит. Я вот такой пример, человека, который начал без начального капитала. У меня вообще не было денег, вообще. То есть я просто стала работать, я стала придумывать, как из чего добыть деньги. И потихоньку, вот сейчас получается сколько лет, грубо говоря, 20 с лишним лет моей такой трудовой деятельности, я имею то, что я имею без денег вообще. Я действительно ничего не боюсь, и пробовать что-то новое для меня тоже всегда, наоборот, интересно, и я никогда, нету страха идти вперед.